Приветствую вас, Водолей, на моем канале. Хочу сделать для вас расклад с 8 по 15 марта 2021 года на 4 сферы: личная жизнь, карьера, финансы и здоровье. И также мы посмотрим вашу личность, да, то есть ваше внутреннее состояние и как вы будете внешне проявляться. Также мы смотрим дом и планету. Всегда я смотрю, да, чтобы посмотреть, да, какое, что они покажут, да, на что они нам укажут, на что обратить внимание. Ну вот смотрите, здесь у вас все очень интересно. Во-первых, два старших аркана, да, так, в общем, если это колесо фортуны в личной жизни, но здесь важнее финансы, карта башня, это разрушение, да, и в карьере выпала шестерка мечей, это перемена. Сейчас я вам все подробно расскажу, но однозначно здесь очень серьезные произойдут изменения в карьере и финансах, плюс идет подтверждение, 10-й дом. 10-й дом — это как раз положение, да, наш авторитет в карьере, профессия наша, да, то есть наша должность. Ну, что интересно, при всех вот этих вот, да, как бы не очень хороших картах выпадает Юпитер, да, планета счастья, удачи, везения, расширения, как бы увеличения. То есть вот это все плохое, что произойдет, да, забегая наперед, я вам говорю, это приведет вас к удаче и к успеху, да, то есть как бы сразу, да, так не расстраиваемся. Поэтому начинаем. Королева жезлов, да, о чем она говорит? Королева жезлов, она говорит о том, что это ваше вот состояние, да, на этой неделе. В вас, вы знаете, вливается какая-то такая прям сила, это огонь, да, жезлы, это такая теплота, радость, смелость, жажда приключений. Приключения, видите, человек едет на приключения. Карта говорит о том, что вы больше, знаете, не задаете себе вопросов, а стоит ли, а получится ли. То есть появляется некая такая сумасшедшая уверенность в том, что я все делаю правильно, понимаете? То есть вы как бы готовы полностью взять судьбу в свои руки, да, и устроить жизнь так, как вы того хотите, да, то есть не жить больше так, как вам навязывают обстоятельства и условия. Смотрите, внутреннее состояние то же самое. Какая карта, сейчас вам покажу. Называется руководство. Здесь вот вы, да, а это ваш ангел, и он вас тянет. Видите, он вас тянет в правильном направлении. Это не только ангел, это еще ваш внутренний голос, да. Ваш внутренний голос говорит, он знает, куда идти, и он вам подсказывает, да, и нужно, карта говорит, слушайте, обязательно слушайте свой внутренний голос, не слушайте голос разума. Голос разума ведет вас не туда. А вот внутренний голос, вот эти порывы, да, как и по королеве, они вас ведут в правильном направлении. Да, возможно, там страшно, возможно, там перемены, там все по-другому, но там тот самый Юпитер, то самое счастье, понимаете, вот там вот где-то, как говорится, на другом берегу, да, на другом берегу вот там будет счастье. Давайте сейчас мы с личной жизнью разберемся, а потом посмотрим вот эти все основные события. Личная жизнь, колесо фортуны, да. Ну, она говорит о чем? Ну, если вы хотите встретить человека, да, то вполне возможно в ближайшее время вы его встретите. Это будет очень важный человек, потому что старший аркан — колесо фортуны. Это судьбоносный человек. Это человек, отношения с которыми будут стабильные, яркие, очень такие, вот знаете, хорошие, крепкие, да, отношения сложатся. Если вы находитесь в паре, да, то карта говорит о положительных изменениях, да, то есть если там был какой-то застой, да, все было не очень, то тут появляется какая-то страсть, да, появляется желание вместе где-то бывать, вместе какие-то планы строить, да, то есть как-то люди вот сближаются в этой карте. Ну, это в целом вообще карта таких отношений честных, открытых, где нет какой-то вранья, подвоха. Что тут еще? Если, допустим, у вас какие-то проблемы в отношениях, да, карта говорит, вам нужно просто сесть и поговорить, договориться, выяснить, да, проговорить все ваши проблемы, и тут все разрешится, все поменяется, да, колесо всегда все меняет. А также поездки, движение, колесо, то есть это поездки. Ну тут видите, тоже поездка, не знаю, может быть это переезд куда-то, поход куда-то вместе, да, там в ресторан, в кафе, в театр, куда угодно, да, в кинотеатр. В общем, здесь вот личная жизнь такая очень активная. Но здесь, понимаете, и в работе, и в деньгах происходит некий переворот вообще, просто, понимаете, просто переворот. Вот смотрите, шестерочка мечей, сейчас я вам покажу поближе, да.
Здесь человек, видите, он собрал семью и уезжает от одного берега к другому. То есть о чем это говорит? Та работа, на которой вы работали, да, скорее всего, подходит к своему завершению. Да. Эта карта говорит о стремлении к независимости и самостоятельности. Понимаете? То есть тут, скорее всего, может быть увольнение, да, и переход на новую работу. Либо вы вообще решите сами, да, что-то свое затеять, да, свое дело, свой бизнес. Или же переход на новую, на другую работу, но вы захотите какой-то вот, чтобы у вас не было ограничений, да, чтобы вас никто не ограничивал. Или же могут на этой работе возникнуть новые задачи, да, то есть какие-то вот новые задачи перед вами поставят, но вы поставите условия, чтобы у вас не было ограничений, чтобы, да, вы ни от кого не зависели. Также что она показывает? Что придется, конечно, распроститься со знакомой вам деятельностью, да, с тем, что вы привыкли делать, а придется делать что-то новое, понимаете, то есть вот что-то новое такое. Если это у вас был бизнес или дело, то, возможно, вы закончите, да, этот бизнес, начнете какой-то другой, или как-то его видоизмените, или перевезете его в другое место, понимаете, то есть, возможно, у вас там магазин был в одном месте открыт, а вы переезжаете в другое. То есть здесь идет однозначно или физическое перемещение своей работы, да, то есть с одного офиса в другой, там вы ездили на одной машине, теперь на другой будете ездить. То есть меняется ваше место, где вы обитали, один вариант, да, где вы работали. Или же просто если вы остаетесь на этом же месте, то карта говорит, что там, на этом же месте что-то меняется. Либо вы получаете какую-то другую должность, либо другое, новые какие-то перед вами ставят задачи, да, то есть что-то явно меняется. Причем конкретно, судя по 16-му старшему аркану башни, да, здесь идет разрушение. То есть финансы разрушаются до основания. Сейчас мы, да, переходим к финансам. Я вам сейчас тут все расскажу, что тут будет происходить. Тут смотрите, первое, конечно, она показывает нужду, лишение, да, какую-то нехватку средств. Да, потому что, возможно, вы здесь уходите с работы, да, и как бы понятно, тогда вы теряете какой-то источник дохода, да, или в бизнесе это тоже, это крах, это банкротство, это какие-то финансовые потери, да, то есть вы во что-то деньги вложили, а деньги не вернулись, понимаете, тоже минус, и поэтому вам приходится что-то новое придумывать, да, потому что то, что вы делали, оно не принесло результатов. Понимаете? Ну, в общем, не очень, да, хорошая карта. Потом, что тут еще может быть? Использование какого-то, понимаете, каких-то, возможно, работа связана с тем, что вы используете человеческие несчастья для обогащения, да, то есть какие-то там, типа работа в страховой, да, вот что-то из этой области. Что еще здесь? Здесь по этой карте всегда нужно иметь план Б, понимаете? То есть у вас всегда должна быть какая-то заначка, то есть уже зная о том, что это будет происходить, да, в ближайшее время. Но я думаю, что это не обязательно будет с 8 по 15, то есть, но вот уже в ближайшее время в вашей работе что-то произойдут глобальные изменения. Вам нужно сейчас готовиться, да, что-то где-то откладывать, что потом, когда это произойдет, вы не остались, да, вообще без денег. То есть здесь нужно иметь всегда какой-то запасик. И вообще она показывает часто строение, что от него будет исходить какая-то опасность, понимаете, еще. Пожар, там, не знаю, ограбление, разрушение этого здания, понимаете. И то есть вот это понесет за собой тоже какие-то финансовые потери. То есть, возможно, ваше место работы, с ним что-то произойдет, да, вы там работали где-то, да, с этим местом что-то произошло, и вы как бы физически уже не можете там работать, там, не знаю, упала стена, балкон разрушился какой-то, не знаю, там что-то, поджог был, все что угодно. То есть то место, где вы работали, там что-то произошло, и вам приходится, понимаете, переезжать на другое место. А это несет, конечно же, финансовые потери. Да? Любой переезд, любое перемещение – это всегда финансовые потери. Поэтому здесь, конечно, по этой карте потери. Нужно здесь готовиться к тому, что здесь с финансами будет не все хорошо, а нужно как бы что-то себе оставить про запас. Но опять же, я же говорю, видите, выпал Юпитер. Юпитер говорит, что насколько все это ужасно бы не выглядело, да, вот это вот
это все приведет в итоге к улучшению. То есть, значит, вам надо было поменять эту работу, значит, вам надо было поменять этот бизнес, понимаете? Ну, нужно было все это проделать для того, чтобы потом когда-то в будущем получить хороший результат. Ну и, конечно же, понимаете, к чему это приводит. Вот, пожалуйста, четверочка мечей поближе. Да, человек лежит на такой плите, да, мечи свои повесил, то есть воевать он больше не может, потому что его настигла болезнь, да, то есть здесь истощение сил. Ну, понятно, любой человек будет это переживать, да, даже если вы знаете об этом, допустим, наперед, да, вот вы предупреждены, все равно, когда это наступит, любой человек это очень тяжело эмоционально переживает, да, впадает в состояние депрессии, волнений каких-то, не спит по ночам, страхи, и все это, в общем, все это приводит, знаете, к проблемам со здоровьем потом. Тут даже может быть и госпитализация, потому что человек лежит. Но здесь также может быть, у вас может быть какая-то плановая операция, да, то есть вы что-то собираетесь в больнице делать, она может показывать. Это может быть косметологическая операция, это не обязательно хирургическая, да, какая-то серьезная, это косметологическая может быть. Это вообще восстановительный период, если вы болели, карта показывает, да, что, возможно, вы недельку валяетесь просто дома, да, на кровати. Но здесь карта показывает ваше именно бездействие, то есть здесь вы не можете двигаться, да, скажем так. Ну, также она еще показывает отдых, да, просто отдых. То есть после вот этих всех ужасов, да, вам надо несколько, там, 2-3 дня взять перерыва, где-то, да, поехать в какой-то санаторий, не знаю, спа-центр, за город, просто где-то полежать, отдохнуть, прийти в себя, да, восстановить свою нервную систему. Можно просто уехать в отпуск по этой карте, да, вот вы просто лежите, да, где-то там на пляже, ничего не делаете, да, то есть ушли с работы, решили, да, недельку где-то передохну, отдохну, и потом как бы уже буду думать, что делать дальше, да, искать новую работу или что-то свое там организовывать. Ну, вот здесь такой вот некий, да, перерыв, передышка, остановка, просто остановка, карта говорит, остановка. Вы физически как бы бездействуете. Поэтому такая вот у меня здесь информация для вас, да, водолеи. Такая серьезная вас ждет неделя. И не только неделя, я думаю, это может немножечко растянуться, да, больше, чем неделя. Ну вот серьезные изменения, но эти изменения к лучшему. Так что, да, не расстраивайтесь, все будет хорошо в итоге, все закончится хорошо и все будет классно. Благодарю вас за интерес к видео, за просмотр и жду вас на своих новых видео.